То есть, по сути, если брать Золотую Орду как процветающее государство, это сколько лет Ну, если вот получается? как экономически процветающая держава, это Экономически. 14 век. То Это есть там 14, ну, то есть, ну, 100 это, лет, да, да, примерно, золотой век Золотой плюс-минус. Орды это от Узбека до Бердибека, 1313-1459. Потом была гражданская война такая, 20 лет длилась. А потом при Тохтамыше был такой золотоордынский ренессанс, когда он обратно объединил Золотую Орду, и она обратно начала, как говорится, вести борьбу за Великий Шелковый путь. Если сравнивать с другими государствами, то, безусловно, Золотая Орда все-таки была беднее в этом плане, в любом случае. С какими, по Ну, сравнению с кем она Вот была беднее? был арабский путешественник Ибн Батута, он описывает, как, например, ну, он приехал в Синд, провинция Синд, это современный Пакистан. Он говорит, ну, город Бикар приносит, там, условно говоря, 50 тысяч золотых динаров в год. Это очень много, на самом деле. В Золотой Орде там таких сумм не было. Но при этом еще надо сказать, что Золотая Орда богатела во многом за счет торговли. Вот у нас, когда говорят, вот там, там татаро-монгольская ига, ордынская ига. Дань например, собирали, на да, дань выход, жерели. как будто это очень-очень большие суммы. И вот давайте, если суммы эти сравним вот этого того же самого ордынского выхода, ордынской дани, с суммами, которые Золотая Орда получала от других источников. Например, вот Владимирское княжество платило около 5000 рублей. Ну, то есть это общая такая-то. Когда она увеличилась, стало там 8 тысяч рублей. Новгород платил 1500 рублей. Это в год. Да. Ну, рубль на тот момент, вот этот сомо, 200-граммовый слиток серебра. Например, город Азак, ну, Тана, Азак, который, в принципе, подчинялся итальянцам, он один платил 100 тысяч сомо. То есть 100 тысяч рублей фактически. Азак это не Азов? Да, да. Азак, Азов, Тана, то есть это все город, который принадлежал итальянцам, и там золотырские ханы собирали дань, ну, как небольшую как бы, процент, и, соответственно, он приносил больше, чем те же самые русские княжества в несколько Все раз. вместе взятые, да? Ну, да. Считается, что, ну, как бы, если так посмотреть, говорят, что русские княжества составляли где-то 40 туменов, а каждый тумен платил по 400 рублей. Ну, то есть, где-то так. Тверь 2000 рублей платила, например. То есть, ну, в целом, получается, всего лишь один город там уже так перебивал по стоимости все, что было там. Ну, тут еще тоже можно сравнить, на самом деле, когда мы говорим про дань, которую платили русские княжества в Золотую Орду. Вот можно вспомнить, в XI веке Ярослав, который правил Новгородом, он в Киев платил 2000 гривен. То есть гривна – это фактически сома. И Новгород через 2 века платит 1500 сома в Золотую Орду. То есть там ничего особо не поменялось, как говорится, в плане выплат. Как было с налогообложением, ну, местного населения, скажем так? Ну, оседлое, оно, в принципе, я думаю, платило, как и все. То есть, когда мы говорим русские княжества, я думаю, что они сильно мало чем отличались от других частей улуса Джучи. Тот же Булгар, тот же Хорезм, там все это примерно было одинаково, более-менее. А кочевники, конечно, платили очень облегченную дань. Фактически там, ну, она не была существенной, как говорится. Это было символическое больше так. В чем? Чем они тоже платили? Ну, там одну деньгами голову скота или от с из 100, котом? например. То есть, нет, там без денег было, скорее всего. И, значит, получается, что вот этот вот шелковый путь, вот эти вот купцы и эта торговля, ну, то есть налоги с этой торговли, в принципе, этого хватало на содержание государственной машины. И мало того, что хватало, власть хана была огромной и сильной. Именно вот в эпоху, когда вот Северный шелковый путь был по территории Золотой Орды и доминировал. Никогда раньше или позже ханская власть в Улус-Джучи не была такой сильной. Скажите, а на что тратился государственный бюджет, ну, помимо содержания там? Ну, на самом деле, как бы, ну, помимо содержания, во многом бюджет, он завязан на перераспределении денег в пользу элиты. То есть там были все-таки такие моменты. Ну, я вот как раз-таки одну историю расскажу, которую мне друг рассказывал. Ну, как это была такая притча в определенной степени, но это во многом основано на истории. Хан кочевников, он всегда как бы получает поддержку, если он дает элите обогащаться. То есть, и когда это перестает работать, тогда хан можно свергнуть. Или уйти от него. Да. И вот, например, у нас были ханы, например, хан Сулук, который был в тюргешском каганате. Когда он был молодой, он, в принципе, много зарабатывал, условно говоря, много грабил и всю добычу раздавал элите. И народ его любил за это. И то же самое был хан Аблай, который в молодости всю добычу старался вот распределить между своими соратниками. В старости они стали оба жадными,
Ну, одного убили, другой, слава богу, сам, как говорится, дожил до естественной кончины. Но в целом это показатель того, что кочевнические правители, они должны быть такими. То же самое, например, когда Хулагу взял казну багдадского халифа, он там не понимал, зачем столько денег хранить. То есть нужно их перераспределять между своими коллегами, да? То есть эти деньги типа не съешь никак. Для кочевников немножко такая логика была не совсем та, что как бы это. Жадность — это была одна из таких самых важных грехов, условно говоря. Поэтому лучше не быть таким жадным. Barşasının kıyafeti karaslandı. Barşasının kıyafeti karaslandı. Barşasının kıyafeti